Афганское агентство AIP сообщает, что посольство в Афганистане в Ташкенте передано Исламскому Эмирату. Узбекская сторона пока не предоставила официальной информации по этому поводу. По информации агентства, Исламский Эмират направил своих представителей в Ташкент, и была проведена официальная церемония вручения верительных грамот. Afg'oniston bilan aloqalarimizda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlash hamda ichki ishlariga aralashmaslik tamoyillarida sodiq qolamiz. Полгода назад МИД Афганистана направил Маулави Макфуруллу Шахаба в Ташкент в качестве представителя посольства Афганистана. Сообщается, что Маулави в это время работал заместителем руководителя политического управления. Позже сообщалось, что МИД Афганистана назначил Маулави Макфуруллу Шахаба исполняющим обязанности посла. Его официально представили сотрудникам посольства в качестве посла. Taliban O'zbekiston bilan ijobiy munosabatlar bo'lishdan manfaatdor, chunki O'zbekiston bir o'rta muvozanatni ushlagan, diplomatik demak aloqalarni yo'lga qo'ygan davlat hisoblanadi. Напомним, что несколькими днями ранее, 30 января, на торжественной церемонии в Пекине Си Цзиньпинь принял верительную грамоту посла талибов Асадуллы Билала Карими. Кроме того, 14 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед членами консультативного совета Катара в Дохе, сообщил, что Казахстан исключил движение «Талибан» из списка террористических организаций. Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение «Талибан» из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг, наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана, будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество, сказал Токаев. Таким образом, страны региона начали процесс признания правительства талибов, легализуя тем самым свои уже фактически существующие отношения с властями Афганистана. Эксперты отмечают, что главным катализатором в признании талибов странами Центральной Азии является Китай, имеющий в Афганистане серьезные экономические интересы. همو په افغانستان کې زیربنا او جوړولو ته ضرورت لرو پانګواچونې ته ضرورت لرو تجارت ته ضرورت لرو لجنګ نه نیو راوتلی نو د ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړو خصوصا له چین سره ډېر پیاوړي او د اعتماد وړ